Один юноша рассказал своему отцу о желании жениться на девушке, которая ему очень понравилась. «Меня поразила ее красота, очаровали ее глаза», — сказал он отцу. Отец ответил, что очень рад за него, и добавил: «Где та девушка? Я хочу засватать ее за тебя». Они отправились к ней, но когда отец увидел ее, он был удивлен ее красотой. Он сказал своему сыну: «Послушай меня, сынок, эта девушка не ровня тебе, ты не подходишь для нее. Ее достоин мужчина, у которого есть жизненный опыт. Она должна выйти за такого, как я». Юноша был изумлен словами отца. Он сказал ему: «Нет, я женюсь на ней, а не ты». Они начали спорить. Затем отправились в полицию, чтобы там решить свой спор. Когда они рассказали свою историю начальнику, он сказал: «Приведите ко мне эту девушку, чтобы я мог спросить ее, за кого она желает выйти, за отца или сына». Когда же начальник увидел ее, он был ослеплен ее красотой. «Вы недостойны ее, ее достоин человек, занимающий пост в городе, подобно моему посту». Теперь спор завязался между ними троими. Они отправились к главе этого города. Когда девушку увидел глава, он сказал: «На этой девушке может жениться только глава города». Но тут девушка молвила: «Я знаю выход из положения. Устроим скачки. Кто из вас первый схватит меня, тому я достанусь, тот и женится на мне». Она пришпорила коня и ускакала. Все мужчины помчались за ней. Неожиданно все мужчины свалились в глубокую яму. Подойдя к ним, она посмотрела на них сверху и произнесла: «Неужели вы не узнали меня? Я этот мир, Дунья. За мной гонятся все люди, пытаясь обогнать друг друга, забывая о своей религии в попытках догнать меня. Гонятся до тех пор, пока не окажутся в могиле, так и не получив меня».